Перевозка автомобилей автовозом по маршруту Грозный-Москва-Грозный. Телефон для справок 8 928 30 65 65. Новейшее и натуральное средство для роста ресниц Карипрост. Стопроцентное качество роста ресниц и бровей. Карипрост гарантирует длинные, густые и шикарные ресницы. К идеальному черному так хочется добавить идеальное белое. Поэтому, дополняя нашу известную продукцию, мы выпустили семечки от Мартина «Белые соленые». Белые семечки от Мартина. Новый цвет и отличный вкус. Добро пожаловать в Войнах Техноком. Широкий выбор компьютеров и комплектующих, телевизоров, оргтехники и кондиционеров. Также мы предоставляем услуги по подключению локальной сети, видеонаблюдения, контроля доступа, охранно-пожарной сигнализации. У нас вы сможете подобрать и купить качественный товар, соответствующий вашим запросам, и получить гибкую систему скидок. Приходите, наши менеджеры проконсультируют и помогут сделать правильный выбор. В Войнах Техноком. Мир широчайших возможностей. Кристальная вода ледников, чистый горный воздух, разнотравье альпийских лугов Кавказа. Новая деревня. Почувствуй вкус традиций. Оптовый магазин «Рамадан». Огромный выбор продуктов питания, напитков и широкий ассортимент бытовой химии. Наши цены приятно удивят вас. Быстрое обслуживание, удобное расположение, просторная парковка, а самое главное – существенная экономия. Оптовый магазин «Рамадан». Продукты оптом и с комфортом. Город Грозный, улица Лабораторная, 51, рядом с АЗС «Трампарк». Приходите в Зенден и покупайте больше модной летней обуви. Сейчас у нас самые низкие цены. Скидки на летнюю обувь до 50%. В Зенден всегда выгодно. Вот уже несколько лет в Грозном функционирует официальное представительство корпорации «Сибирское здоровье». В рамках оздоровительной программы «Сибирское здоровье» предлагает вам высокоэффективные продукты для поддержания молодости, активности и здоровья человека на основе уникальных трав Алтая и Байкала. Также у нас вы найдете лечебную и декоративную косметику, подходящую именно вам. Целебная сила сибирских трав укрепит здоровье, продлит молодость, сбережет красоту. Наш адрес – город Грозный, проспект Путина, 16. Студия кухни «Рим» предлагает кухни на заказ от эконом до премиум-класса, от хай-тек стиля до классического. Студия кухни «Рим». Лучшее в вашем доме. Город Грозный, улица Левандовского, 1. Современные комфортабельные автобусы с немецкой точностью доставят вас в более чем 20 городов Германии, Бельгии, Австрии и других стран Европы. С 1 июня до конца месяца действует гибкая система скидок. Приобрести билет можно на Грозненском автовокзале «Центральный». Заказ билетов по телефону 8 938 30 62 45. Установка газобаллонного оборудования 4-го поколения итальянской фирмы Digitronic всего за 15 тысяч рублей. Ремонт и гарантийное обслуживание. Наши адреса: город Грозный, улица Калашникова, АЗС «Гарант» и улица Сайханова, АЗС «Лидер». Контактный телефон 8 928 019 02 20. Мы сэкономим ваши деньги. Торговая база строительных материалов «Музаев» предлагает широкий выбор товаров для ремонта и строительства. У нас всегда в наличии стройматериалы от ведущих мировых производителей. Широкий ассортимент товаров позволяет вам покупать все в одном месте. У нас действует дисконтная программа, благодаря которой вы получаете скидку на все товары, а также специальные предложения для оптовиков. Каждому оптовому клиенту у нас индивидуальный подход. Торговая база «Музаев». С нами вы можете рассчитывать на максимально выгодные условия. Село Беркот-Юрт в сторону Петропавловского шоссе.
Есть распространенное мнение, что историю пишут победители. Если так, то, вне всякого сомнения, лучшие эпитеты историк бережет, конечно же, для родной державы. Однако у истории есть и задачи свои. Первая из них – воздержаться от лжи. Вторая – не утаивать правды. Третья – не давать никакого повода заподозрить себя в пристрастии или в предвзятой враждебности. Хашемитское королевство Иордания – арабское государство на Ближнем Востоке, в котором ощущается причудливое переплетение современности и глубокой старины. Прекрасная страна, олицетворяющая синтез новизны и древности. Сюда с величайшим интересом едут увлеченные мировой историей и искусством люди. И в этом нет ничего удивительного, ведь число древнейших памятников на территории Иордании просто огромно. Это настоящее королевство, без всяких кавычек, и в то же время цивилизованная страна с высоким уровнем жизни, где выработана эффективная модель взаимоотношений с приезжими. Вам здесь легко, уютно и комфортно. Вы в Иордании всегда желанны. Однако наш интерес к этой арабской стране мотивирован не столько ее богатой историей и неповторимыми памятниками. Хотя, оказавшись лицом к лицу с яркими страницами мировой цивилизации, сложно воздержаться от восторгов и восхищения. Нам, конечно же, все это дорого. Однако мы пришли сюда маршрутом наших земляков, ушедших на восток много лет назад. То, что здесь открывается взору, уносит тебя вглубь веков и тысячелетий. Отдельные памятники датируются ранним Средневековьем, другие – столетиями до нашей эры. Надписи на камнях и табличках повествуют о временах правления тех или иных завоевателей и полководцев.
В общем, оказавшись в Иордании, вы не только перелистываете удивительные страницы истории, вы становитесь ее участниками. И особенно приятно осознавать, что в эту историю вписаны и подвиги твоих соотечественников. Именно в этой великой стране оказались чеченцы, переселившиеся в XIX веке в Османскую империю в надежде на лучшую долю, на счастье, как тогда могло показаться. Но было ли счастье? На этот вопрос вам и сейчас не ответит ни один иорданский чеченец, даже если он производит впечатление очень обеспеченного человека. Прежде чем оказаться здесь, наши мухаджиры перенесли немало страданий. По воспоминаниям некоторых местных историков, им приходилось жить даже в пещерах. Да, и такое бывало. Очевидно, они рассчитывали на скорое возвращение, но судьба распорядилась иначе. В современной Иордании чеченцев проживает более 15 тысяч человек. Тогда это была часть Османской империи. Следует отметить, что иорданские чеченцы немногим отличаются от нас с вами. Они хорошо говорят на родном языке, некоторые говорят лучше нас, очень уважительно произнося каждое слово, каждый слог, дорожа каждым его звуком. Co my goś dacer tune kertah صح نختي ما تسبيتش ما goś dacer راح أقطع كيجي دوش دينا مت بيتش عامتي دح شكول دختي مت بيت ساعة خارتون عربينك تقصون دك دوغ سيع زميلش على نجيحوني دحر يخيتش أخ يقطع سقان غوري أتسأله هون سيد قان بخس صار ويسنا تديت سألقطع صار تقيتش صار ديتش تيبا حندرش تقط سنين نانس ديك عربي مت بيت ساعة خارتون نختي نك بيأخذ كرتح بيتش باتر تاق أختي بيرشنا صح إعام بنا صار شيء بيرشن إعام وشبو خلدر هدو هند صار سكول بخنش خنا يقى دقة عربي دوش نشليل دق صار صحباكش قلت ترتاق صار عربي نجم بيت عربي نجم بيت نختي نجم بيت باش إيدو خل هنسا خلق سن سون سن ديكا سبيرشن سها هند تقصير بيرش بيتش بلحق Уклад жизни во многом схож с нашим. Они, как и мы, любят большие дома, богатые столы, роскошные автомобили. К одежде не особо притязательны. Но при этом есть резкое и неповторимое отличие от нас. Да, это непреодолимая тоска по родине. Тоска постоянная и непрерывная. Это их вечный спутник. Здесь, как и среди турецких чеченцев, любой разговор органично, легко и просто перетекает в родные кавказские мотивы. Все, что связано с далекой родиной, здесь свято. Неважно, в словах ли, в действиях. Свято не сегодня, не сейчас, а всегда, во все времена и в любой ситуации. И эту святость они несут через всю жизнь, через все испытания, горести и радости. Это боль, которую они готовы стойко переносить, как и чеченцы, живущие в Турции, Сирии. Это их образ жизни, к которому они давно привыкли, и отвыкать от этого не хотят. При СССР о чеченцах, живущих в Иордании, мы знали не так много. Да и внешняя политика коммунистической империи была не особо приветливой по отношению к странам арабского мира. В доме профессора Фахруддина Дегаста, так звучит его фамилия, вспоминают тяжелые времена, когда люди одной крови не могли встретиться, вспомнить истории предков, посетить их могилы. Ну, желанием своим они не изменяли никогда. تا زندالش دین قیچ خیرها ووشی نخشوی بیرش
نختي دولة دزل دور قيش قوم يقح دقا دال خستم بطو دال نختي قلن يؤجر دق سوغتو دايلر ويدل هند ويغلقش وي عيدلش وي هيستوري ونوت انادو خزادو دينتح مسحا ديس مجشتوال. Хвала Всевышнему, времена изменились, изменился мир. Ну, как говорит профессор, каждая нация сама воспитывает себя, заботясь о преемственности ценностей культуры, традиций, формируя нравственную ткань. Без этого народ просто утрачивает свою национальную индивидуальность. قوم يقح برنسبل بطرق ليلش هنسا حل القوم شتات نوق تكنولوجي ميليتري جوغ دنيا دحر بالأدمش أمريكا أوروبا ألمانيا فرنسا برش يجوز لك صار حلوق جوز لك حلوق هو جوز خلشي سبورت خلشي سرت دلشي هو دلشي جوز لك حلوق دقا يحلوي الشخينة يجوز اللتة قي حلوق دعتي تشا تون خس خيتي تهمشلو سيرتيفيكيتش دشي همنش قلهم باي يخستاوي تصهمنشلوش قلت ايش قول يمسحادو تحدثن أدمش فيزيكال تحدثن دات حيقلش تحدثن تصير يقع حلوة على صار أحتاعه دنيا يقوم هون يقوم يوش خطح هم خطح يأش مجشورك أحتاعه ولا حلوة قال صار أحتاعه يقوم حيقل دوت شتيخة والقار دهون هنت دوار تحيل كيخ شدات أتوقع دكتور سيرتيفيكيت شيء ده ديسني شدو خايهون صنع جوز ولا صار يسوق تلا سيرتيفيكيت اونر هو دوخ انجليزي خايهون سيدش شلون نتجوز كلا سيده يرجلا هو جوز مالو قيح الوقت امريكا خالده وقع ضايقين خير ورثه جوز ولا هذا. Фахруддин – ученый с мировым именем. Много лет руководил Академией наук Королевства. Его многочисленные научные разработки находят в себе применение во всем мире. Общаясь с Фахруддином, ты невольно испытываешь гордость за него, за его достижения и за народ, который он представляет. متى ديتشو سيك هنخشوي بوخسيك حاجة دير وصلخشوي بوخي هون لاس دير حقوم ما يرجيش هنخشوي بقي إرسونات دي لا ديل دكتور إيميل خلا دكتور سلام بك خجيف دقائي دينا تحت دقاء ليرشو علما دقاء مش كيش تقنته Islamic World Academy of Science يقحوي باخ بخلص ويز دنيا تحول بس البات الأكاديمية باخ بخلص ويز أتيقع شيء نخشوا يتساريخ سلام بك تعو يتشوغ لوردر شلونك سوا. Территория, занимаемая в настоящее время Иорданией, вошла в состав Османской империи при султане Селиме I, завоевавшем так называемую Великую Сирию. До XIX века территория Иордании оставалась отдаленным уголком обширной Османской империи. По мере отделения от империи ее восточноевропейских земель, османское правительство приступило к укреплению своей власти над арабскими овладениями. Начиная с 1851 года на территории Иордании правило несколько губернаторов. Конец османского правления в Иордании пришелся на начало Первой мировой войны.
История Хашемитского королевства Иордания уходит вглубь веков. Эта земля помнит много войн, побед, поражений. Эта земля также помнит времена Римской империи, Византии, помнит времена аббасидов, фатимидов, помнит времена Османской империи. В 1921 году образовалось государство хашемитов. Это уже нынешняя династия. А с 1946 года в этой стране свой король. От древнего Омана осталась только цитадель, возвышающаяся над городом на холме Джебель-аль-Кала. Из 7 холмов, на которых с древнейших времен располагался Оман, один Джебель-аль-Каля всегда оставался важным фортификационным пунктом и религиозным центром. Кроме того, это место считается одним из древнейших поселений человека, чья история не прерывалась. Сегодня этот холм чаще называют цитаделью или крепостной горой. Здесь сохранились памятники различных эпох и цивилизаций, остатки крепостных стен. Частично восстановленная колоннада храма Геркулеса, также известного сегодня как Великий храм Омана. А византийская церковь, место которой обозначено колоннами, датируемыми VI и VIII веками. И комплекс дворца Амияда. На крепостной горе также расположен археологический музей. В нем представлены тысячи экспонатов периода доисторических времен до 15 века. В их числе знаменитые кумранские свитки, те самые медные свитки, найденные в пещере неподалеку от Мертвого моря. С горы открывается потрясающий вид на город. У подножия цитадели находится прекрасно сохранившийся римский амфитеатр, рассчитанный на 6000 посадочных мест. В нем и в наши дни проводятся спортивные и культурные мероприятия. Амман, столица Иордании, прекрасный город, полный контрастов. Он является собой уникальное смещение старого и нового и расположен в идеальном месте между пустынной и плодородной частями долины реки Иордан. В деловом центре Аммана суперсовременные здания, отели, великолепные рестораны, галереи и магазины соседствуют с традиционными кофейнями и ремесленными мастерскими. Здесь на каждом углу вы найдете свидетельство древности города. Практически половина населения Иордании сосредоточена в Аммане, так как экономические и климатические условия в городе оптимальны. Жилые пригороды представляют собой разветвленную систему улиц и проспектов, вдоль которых стоят красивые, почти всегда белые дома, так как по городскому закону все здания должны быть отделаны местным камнем. Центр города гораздо старше пригородов. В нем расположены традиционные мастерские и магазинчики, которые производят и продают разнообразные бытовые товары. Население Аммана состоит из представителей разных культур и вероисповеданий. Амманцы хорошо образованы и невероятно гостеприимны. Они всегда рады гостям и с удовольствием показывают им свой замечательный город.
Всего в 35 километрах от столицы Иордании Аммана находится море. Собственно, по своим географическим характеристикам Иордания находится на двух морях. Между двумя морями это Красное море и вот Мертвое море, на берегу которого мы сейчас находимся. Как известно, Мертвое море считается самым целебным водоемом в мире. Нужно отметить, что Мертвое море находится ниже 400, а точнее 390 метров ниже Мирового океана. А всего через 5-6 километров за Мертвым морем начинается территория Израиля. Мертвое море – самое соленое в мире озеро. Состав его солей уникален и практически невоспроизводим искусственно. Они приносятся в Мертвое море горячими минеральными источниками с глубины 1500 метров. Из-за определенной комбинации высокого содержания ряда химических элементов вода и грязь этого святого озера обладают противовоспалительным действием, запускают ряд биохимических процессов в коже, приводящих к омолаживающему эффекту на весь организм. На море всегда хорошая и теплая погода. 330 солнечных дней в году. История Востока – это часть мировой истории. Она написана столетиями, тысячелетиями. На Востоке историю искать не приходится. Ты буквально на каждом шагу сталкиваешься с ней. Нужно не лениться переворачивать страницу. Нужно отметить, что в истории Иордании оставили серьезный след и чеченцы. Этой истории уже более 150 лет. Собственно, и сегодня чеченцы, живущие в Иордании, пишут свою, нашу историю. В беседе со мной примет сегодня участие сын легендарного генерала, дважды героя Иордании, генерала Якима Арслана. Моего собеседника зовут Алла. Алла, даял замныш ванхуш махилра нохчиша турпал олхш гойч даюлле хинст абош кигинах бу таган вот экуштол чуар шейдеш лилинаг дачагдеш векомен юхкамболш олхдеш му хабо кигинах كورت اي يحكي اميش يح ويح هق بسن قوم شيوقح عرض سيش ايش صعدوش دو الحمد لله تصحدوا الغلقش تصحدوا العيد ليش انسى قبدو ديز الخو قيوش تصحد لحق تسرق نختي بسديتيت موت قابرحم عيد ليش عامو وقي نجموخلر وسيدو زمتشن زم نجموخ قاويز ايش تصعدوش دوق الحمد لله دوي إتايفشو تربل خوشن كنتخل داتس هنداتس ألشا اتسو منا لارم ببيش ودقاء قيتش نخا حيق لق حجة حيق رغالة دالسا ديز دان دي لحقا يخ دا نخشي ويخوش بس الناخي نق يردانح نخشي تسي قابي زوخ ناخي حلقة تسندع يغالة تسداليت غيرتشا سعدوغ شدوق سوي لحسا وجري يجري بلح
Аллах, в силу своей природной скромности, об отце своем, его подвигах сказал очень сдержанно. Точнее, не сказал ничего. Это в его характере и стиле работы. Советник короля все-таки. Однако король Иордании Абдаллах II весьма уважительно относится к герою Иордании Якиму Арслану, который стоял у истоков государственности Хашемитского королевства. Ведь Иордания прошла нелегкие испытания на пути к нынешнему своему расцвету и достатку. Как вспоминает один из первых генералов Иордании Магомед Башир Бено, бывали и тревожные дни, граничащие с кризисом. Те дни, как и последующие, чеченцы первыми становились на защиту страны, которую они получили взамен родины, потерянной много лет назад. Не знаю, заменила ли Иордания чеченцам родину, однако защищали они ее героически. Понятно, дело чести, ведь чеченец спасает честь мгновенно. دحر هرمخ قطعتنا إذا إسبعي طيب دحر لير شرح وتلبو يرداني مخ تركو زامنه تركو دعوة هنشلته إذا منح دين خلابه يسكري خلابه ويناخ إذا غروال ويتشور أحمد رمزي أولش بلكون خلير إذا قاتشير تاق شو بالخ بناو بتش عن يوخي بتناو إتزام لها إذا هنس والرمز أنا جرجر تجو سير شيش ماخشلح جرجر لو دو سال يوخي هل وين بريزيدنت سن جرجر تجو إذا خوش أحمد شيش خل الخيط سوني دي سريع بينو تاق إذا خزت أي عقيتنا ديك شو بالخ بين تجور قيت ور إدريس سلطان ولش إذا دحر جيك تستوم هو تنشينات إما يحخل تجو ديك سي عقيت تجو. Да, герои, о которых говорит Магомед Башир, вошли в историю Иордании как истинные патриоты. Они навсегда вписали свои имена в летопись королевства с золотыми буквами. Может быть, генерал Яким Арслан и возглавит этот список, ведь он удостоен звания героя Иордании дважды. فوق بتشع بيعل نخ بيش خينخ يكم يعني مسيت إيه أسسه ميرل بتشع أقول جرجع بقول نخ بيدير سوق تبش بيعسر بتشع غالي سواه خينخ والله بالله سعادة ما داسر أتشح بيد غالي غالي شو بيد غير كان فتح ويمي أنا يسعي خيلشة وقع حلقة وتاح شيش دير فتح عداوي سابرش سعودي بخنير سابرش مصر بخنير سابرش شينا عرش قبل شو بخنير شو دالي صنير يكم شاتخي المشرعية يسكر هاي يسحل خرا تنيل شوري يسبير ورق إرشتار تعرق يقشون غلشة تنميتنيل يستيغي أنا مصر متى تيتشلش لتناولش يستيغي أنا يكم شاشة تنشوهن بر تنشو ميرتو نعشوية إبر لا سالة سوالي يسو شاشة يكم Яким Арслан для Иордании – это человек, который провел немало блестящих военных операций, человек, перед которым враг содрогался, даже если имел огромное численное превосходство. Ведь Бог не на стороне больших батальонов, как говорят французы. На войне побеждает дух подлинного полководца, а все остальное – это приложение. Якима же не только в Иордании, но и на всем Ближнем Востоке знают именно таковым. Это человек, чье слово никогда не расходилось с делом. Сейчас он на заслуженном отдыхе. Но король не забывает о его заслугах.
Абдаллах II обязательно каждую неделю позвонит и справится о здоровье защитника королевства. А если что-то понадобится герою, король знает об этом и без звонков. Такова традиция королевства. Ведь помнить героев – это черта порядочности, не правда ли? موسو زامنح بتش هنا ديز شخيل ناخدو سو داتيتن دات صلق زا تيوز دردو صلق هنس تحلا در بتش شين وش وايت نير هنس كيش ولش بتش ها شون كيجيري خلا أرطون يسكر يخدقا باخكن إيش هنس باخ كويتش يلا تاق بخا ساس فيش سلتها دق باصحة يسكر يخبان تو تيزن ناخدو صار تو أو يقول اسمال أو ديك سليليني حاله طويقة مارش أو خير باسر جين دو خردر خقار طول أران طول سخيل العدا خندو خقارتي إيش سخيل شتون دا خلق الدر. Иордания выгодно отличается от других стран Ближнего Востока религиозной и этнической терпимостью. Если в Турции в прежние годы разрешалось говорить только на титульном языке, то Иордания такие запреты не вводила. Возможно, благодаря этому, в том числе, чеченцам удалось сохранить свой язык. А язык, как мы с вами знаем, это не только средство общения. Именно посредством языка передаются все ценности морали, нравственности и культуры. Зарк – один из крупных городов после Омана. Здесь живет Абдулбаки Джамо, человек, почитаемый не только в чеченском социуме Иордании. Он уважаем на всем Ближнем Востоке. К его мнению прислушиваются и рядовые люди, и лидеры больших государств. Шейх Джамо прошел все ступени карьерной лестницы от писаря до министра и депутата парламента страны. Рядом с другими чеченцами Иордании он закладывал основы государственности нынешнего королевства. Напомню, это потомки тех чеченцев, которых царская Россия выселила, точнее, выдавила из России. Как видим, они в отечестве своем тоже принесли бы много пользы. Ну, как говорится, нет пророков в отечестве своем. Сейчас Абдулбаки воспитывает внуков, находясь на заслуженном отдыхе. Но от дел государственных отошел недалеко. Король все важные решения согласовывает с этим уважаемым человеком, чье слово на Ближнем Востоке весьма значимо. Повторюсь, сказав, что Иордания – прекрасная страна в арабском мире. Здесь чужаком себя не чувствуешь. Даже если ты вышел один на улицу и прогуливаешься, тебя любезно выслушают, помогут, проводят. А если уж проблемы какие, то следует говорить «шашан», и ты почувствуешь себя человеком весьма значительным. Но это уже не твои достоинства, а заслуги наших иорданских чеченцев. У тебя не спросят, откуда ты, зачем, какого тейпа. Достаточно, что ты чеченец, что ты соотечественник живущих здесь героев. يردن يحبول نقشي مبو يردن يحبول نقشي هوق يحبول عربي
طون قتشرجا قيتش بول عربي نقطة موي إشدات وقيحة طو ليرا لير حلادوخ دائما نقطة أنتخناها عربي يقع نقطة أنتخناها نيس ليلش أمانت دولش بقدش دولش إشتور هنساو إن شاء الله هنسا خلوشيو طونا خلوشيو بسنشرنا خلوشيو خلوشة يقطوني وتشات مسانا عربشنا يو مسانا يو خلو حونا مغا ديشن ويلشي كيجيرشنا عيد البلخ وخلا انت عيد البلخ مسرنا عيد البلخ كشبين دير ما باسي تون ديالخا وطونا هم تطينش باتسمت ما دي عربينش بو قبرك بو فجنرال شقتش سا كلاس مي رجل اقول لخر نجو انت شون جانا يكم اشا سول صدرج لق جنرال شو خلادات امنا هوند قوتش شي نيس ليل ديلا اوخا غار يوقع مدي قسم مشتبو حقق روح ما شو مسر تعتري ليل تندي الخا ان شاء الله ويحكى يشمدي ايش تسقچدو ان شاء الله هنشلتها ايش تخردو او كيرا حتى هو ها نورا السلام عليكم وعليكم السلام وشي ديك فلان موضة دي موضة В общении с тобой иорданские чеченцы могут спросить о чем угодно, но никогда не спросят, когда ты уезжаешь. Даже если разговор близко подошел к этой теме, они обязательно обойдут его. Понятно, что по чеченской ментальности неприлично задавать гостю такие вопросы. Но здесь вопрос не столько в ментальности, сколько в желании продлить общение с гостем из родины, из Деоста. Село Сухелия – это один из населенных пунктов, которые заложили наши с вами предки много лет назад. Сегодня по своим масштабам, по размерам село напоминает средневосточный город. Отсюда вышло огромное количество знаменитых чеченцев, среди них ученые, педагоги, генералы, бизнесмены. Сегодня в этом селе можно на каждом шагу встретить чеченцев, как, к примеру, вот на этом перекрестке. Ассаламу алейкум. Модокш. Хо, кигина, хаду. Модокш. Живя в иногородней среде, очень сложно сохранить национальную и культурную идентичность. Некоторые элементы традиций могут легко ассимилироваться под местные нравы. Чеченцы, живущие в Иордании, почувствовали это давно. С тех пор и стар, и млад заботятся о том, чтобы сохранить родной язык. Они знают, что основы культуры народа могут быть спасены только посредством этого важного инструмента общения. Этот человек много лет работает гидом, владеет 6 языками, кроме арабского и родного. Он давно понял, что любить душой родину недостаточно. Нужно еще что-то делать руками и головой. На протяжении многих лет он собирает предметы рукоделия, фотографий, домашнюю и бытовую утварь, словом, все, что так или иначе связано со стариной, с чеченской историей. И, как мы видим, у него это неплохо получается. Вот это полуподвальное помещение он превратил в настоящий музей, содержимое которого разбито по тематическим залам. Увидев гармонь,
Мы, естественно, поинтересовались, издает ли она еще родные мелодии. Но не тут-то было. Хозяин мгновенно разрешил наши сомнения. Здесь каждая вещь имеет свою историю, свою нелегкую судьбу, в чем-то похожую на самих переселенцев, которым всегда чего-то недостает для счастья, даже если он имеет все. В этом смысле они напоминают людей, которые в детстве недополучили материнского тепла. У них постоянная тоска по родине. Скажу больше, мы встретились с теми, кто много раз приезжал в Чечню. Удивительное дело, но от этого их боль нисколько не утихает. Очевидно, страдания предыдущих поколений не уходили вместе с ними. Вот и наш музейщик часами, без устали, все более и более вдохновляясь, может говорить об истории родного края. Мы замечаем, что ему это доставляет величайшее удовольствие. Возможно, в эти моменты он мысленно переносит себя на родную землю, на землю отцов. Впрочем, это свойственно каждому чеченцу Хашемитского королевства. Грозный он, ويهر ويستوك هرمزي سما ستلنا ويهند ألشا دير صندوق يزرن دقر داتياليت داليل تيجليو تيجل حق دوزن شقيسيلا دات قيسات سلو صندل سما تلنا سما عربي اختيجل بوهردو إيوي نختي ما تحليلو سما دي ألفبت دو سا ام ا سما اس اي ام اي انجلسير اس سونجدو دقي مرغوزيها مرغماليها دو يخ اسا يس نقطه يخ مارتندو يخ ارغوندو ايش درك وشخ قيتي حل ديت شيء مرغوزيها تان مرغماليها شيء دو يقع وي سيلجغال وي كابيتاليو اي شيء وشخ قيتي دوغ دوغش السيدني خلا تركدو صعدول ناني كورنيش شدو عرشتون دوغ ديجر شول نانا بير متع إذا قلت خير عموخ كرت إيش توشخ قيتي كرتا كرتش تأخلي هه وين دال بالباخم مالخ بالي حد يوتش مدوي ديوتش دو ديردو وي كاسبش نسيتي ديوتش دو دال دوخ داخ دوير ويا مالخيت مالخ الدنيا قيلين شو داليل صنديلا تأخلي دائما ايش تصلي بو دال موكش مارش ديتيلو امين بيسخير
Между Чеченской Республикой и Королевством Иордания давно сложились не просто партнерские, а дружеские отношения. Я бы сказал, братские, поскольку король Иордании и глава Чеченской Республики друг к другу обращаются со словом «брат». Уже это указывает на то, что народы знакомы через достойные дела. Ведь не случайно парк и улица в Грозном носят имена короля Иордании Абдуллы II и его отца Хусейна. В свою очередь, власти Иордании присвоили парку и улице в Аммане имена Ахмата и Рамзана Кадыровых. Напомним, что между мэрией Грозного и властями Аммана подписан протокол о намерениях по установлению партнерских отношений между столицами. Король Иордании лично распорядился построить этот парк и назвать его именем Ахмад Хаджи Кадырова, а также переименовать прилегающую улицу именем Рамзана Кадырова. Наш народ отдает тем самым дань глубокого уважения первому президенту Чеченской Республики, отдавшему свою жизнь за мир на чеченской земле, а также в знак благодарности Рамзану Кадырову, решившему продолжить дело своего отца для процветания чеченского народа. На въезде в село Сухни раскинулись чеченские кладбища. И эта надпись еще раз напоминает о том, что все мы смертные. В переводе с арабского здесь написано «Сделайте да». Здесь могилы чеченцев. Никто точно не знает, сколько чеченцев похоронено в Иордании. В городах и селах компактного проживания чеченцев свое кладбище. Здесь лежат представители нескольких поколений. Мы можем совершенно точно сказать, что никто из них не хотел умирать на чужбине. Говорят, в прежние годы, когда были ограничения на поездку в Чечню, люди преклонного возраста становились на гору и смотрели в сторону своей потерянной, столь далекой и близкой сердцу Родины. С момента переселения чеченцев в Иорданию прошло 1,5 столетия. Многое с тех пор изменилось. Страна обрела новый статус, заняв достойное место в арабском мире. Конечно, изменилось и самочувствие чеченцев. В королевстве они пользуются теми же правами, что и коренные жители. Многие из них сегодня живут хорошо, в достатке. Но нет у них душевного комфорта. Никакие льготы, никакие богатства так и не смогли заменить им родину. Не смогли даже на короткий миг обмануть их память. Память, наполненную только тоской по родине. По Чечне близкой и далекой.
Перевозка автомобилей автовозом по маршруту Грозный-Москва-Грозный. Телефон для справок 8 928 30 65 65. Компания «Метис» – крупнейший поставщик дверей. Огромный ассортимент межкомнатных и входных